Значит, вот у нас детский сад. Это частный детский сад, который появился только... Ну, земля была отведена только весной, да? Нет, земля, документы надо проверять, когда они появились. Ну, строиться они начали только... Началось 2 недели назад. А так уже построили же все? Нет, Не, вы про здание? Здание это магазин. Здание давно, именно забыл. Они просто переделали его в садик. А это вот ваш государственный, Да, ну, муниципальный детский сад. Да, они же вот даже закрыли центральный вход к детскому саду. Здесь была территория проезда. Да. Разворот, все здесь был. А дом... Этот дом изначально строился с этим пристроем. Когда был Советский Союз, 86 год, он строился, магазин пристрой. А, ну, в смысле, он так просто обшитый, да? А так он... Да, вот его просто обшито. Так. Когда начали строиться, вы не знали, что здесь будет, что здесь ситуация такая будет или как? Или вы уже начали бить, ну, протестовать там? Начали бить, когда начали сюда завозить материал, строили заборы. А куда обращались? Ой, в архитектуру, и в пожарную, в МЧС, Прокуратуру. в мэрию, то есть как бы градостроительные, всегда, всюду. В Прометей. Тут приезжали представители с округа, разговаривали, что вроде как по документам у нее все законно, но в то же время приезжали с пожарной, вот девушка-специалист, она, да, действительно, проезда нету, решим, будем разбираться, и все. И по факту мы сейчас ни от одной структуры не получили ответ, почему, как законно ли. То есть эта территория, она принадлежит, вы не знаете, но есть информация, что она в собственности у нее, да? Да. Ну тогда она, в принципе, с одной стороны, может все, что захочет делать, но с другой стороны, такие вот... Как было можно это разрешение сделать? Тот, кто подписывал вот эти бумаги, неужели сюда приехали и сказали, давайте вот так перегородим и так. Ну, я думаю, что тогда должны были быть слушания, да, или как? Согласование было. Я ходил в ОНФ, в Общенародный фронт, они говорят, что это вообще должно коллективно делаться. Они должны брать с нас согласие. А ничего не было, да? Никого ничего не было. А кто последний раз в мэрии обращались, что сказали? Ну, это все, заявки такие, да, писались. Ну, это в электронном виде как бы посылалось, и структуры как бы мне разные отвечали, что ваше как бы обращение пересылается там куда-то, вот в мэрию переслали, в градостроительство переслали, а толком ответа нет. Да, из кабинета в кабинет все толкаем. Ну, а как вы предлагаете сделать вот эту территорию, что сейчас уже... Как, надо убирать все это? Изначально идет. Но имеется в виду, она же в территории предусмотрена, чтобы тут детишки играли там, когда ну, допустим, они не могут же все время сидеть, видимо, специально для этого сделано, да? Ну, а как это возможно было до этого? Потом существовал, был проезд, была территория, а потом там за садиком есть как бы площадка, но она принадлежит тем домам. Ранее детки ходили туда играться. Сейчас как бы, ну, мы смотрели по карте, да, вот по геокарте, что там дальше за садиком место, оно ни за кем не закреплено, не занято. То есть как бы как дали именно разрешение, чтобы перегородить вот эту вот дорогу, они могли там чуть-чуть дальше для себя. А они в итоге... они именно вот эту вот территорию заняли. Единственная забетонированная чистая площадка, и та занята. Здравствуйте. Вот жители говорят, что заезд был сквозной. И он был единственный. Он сквозной, этот заезд, стал буквально недавно. Когда примерно? С того момента, как начали строить вот этот дом. Вот они тут. Специально, чтобы жители не возмущались, они сделали, подстраховались и засыпали ту дорогу. Пойдемте, я вам покажу ее. Вот она. Вот. Да. Это дорога, которая которую сделали временно. Временно. Здесь ее дороги практически не было. Здесь все было обросло камышом. Примерно когда ее сделали? Когда вот начали этот дом строить? А, вот этот дом, я не знаю. Нет, не вот этот дом, тут рядом. Да, вот это я не знаю. Буквально вот год по Затулье, в тот ли год. Ну, то есть, значит, этот дом год назад начали строить, и жителям понравилось, что проезд сквозной. Так вы говорите, да? Да, и вот сейчас вот это вот, начиная с Курашова, ну вот с областной больницы,
вот эта вся сквозная дорога стала центральной трассой. Ага. Все машины, не считая машин жителей нашего дома, так здесь с Петра Алексеева это самое, напрямую проезжали сюда, выезжали на Курашова и на Лермонтова. То есть вы считаете, что вы наоборот, детский сад, он... А как же может быть детский сад, да, без детской площадки, как вы думаете? Ну, детская площадка нужна, но они говорят, ну пускай они вот тут, вот сюда выходят. Они так Хорошо, говорят. пойдемте сюда. Вот сюда, говорят. Вот люк, канализационный люк. Здесь невозможно. Конечно, а здесь знаете какая вонь? То есть, на ваш, ну, смотрите, то есть, на ваш взгляд, что заезд, то, что нет заезда, это не проблема. Вы знаете, я наоборот, своим участком, да, я, как говорится, ну вот закрыла я проезд этот, да, отрезала этот аппендицит, скажем так. То есть вы, ну тогда, а если пожар будет, например, в этом доме? Я сделала сквозные ворота. А где они? Вот, пожалуйста, А, ворота. вот ворота. И вон они ворота. Как раз сквозные ворота. Вы имеете в виду, что здесь может машина проезжать? Пожар, на случай пожара машина может проехать спокойно. Ну вы специально предусмотрели, да? всё это? Конечно. Как раз напротив ихных ворот. Так. Она едет куда? Туда? Откуда выезжает? Там есть Вот проезд? она отсюда, если так они хотят это направление, они взяли оттуда, заехали. Вот сейчас ключи от прием передачи сделаем, ключи. Мы специально так сделали, такой замок купили, чтобы они могли спокойно, вдруг ночью будет пожар, открыть это замок и въехать. А с той стороны там выезд есть, да? Да везде, отовсюду тут есть вызов, как его. А кто должен в дорогу вкладываться, чтобы нормально Ну можно было? извините, ну не я же, правильно. Ну, то есть пусть будет вы, как бы на время ЧС, это каждый раз все время бегать за замком, что ли, пожар, например, раз. А что, каждый день пожар бывает? Ну, имеется в виду, что это какая-то должна быть организованная такая система, что если пожар, бац, позвонили там, или как, вам позвонили, или кому? Все, ну ради бога, и нам, если позволят, значит, мы тут же приехали. Да у нас, в конце концов, в этом доме живут работники. Пускай машины ездят только в экстренных случаях, так скажем, да? Да, на случай пожара. Для щитовой мы, например, дорогу оставили вот специально. Для трансформаторной вот этой вот. А это то, что там парковка, они говорят. Парковка, но извините, здесь приватизированный участок. Он частный участок. И то я сделала поменьше, чтобы оставить спецмашины для вот этой щитовой. А давно этот детский сад, он работает? Детский сад работает уже 7 лет. Здесь вот эту маленькую мизерную плачебную трассу превратили в центральную трассу. Люди заезжают, водители, чтобы им вот так вокруг не объезжать, они с Петра Алексеева, бух, здесь, чук, и на Лермонтова. Поняли, да? А жильцам, вот сейчас они стоят спокойно, видите машины? Житель, который имеет свою машину, лишний уже сюда никто не заедет, понимаете? Увидят, что здесь перекрыто, и все, уже никто ездить здесь не будет лишний. То есть вы считаете, что вы своим детским садом, наоборот, внесли порядок Конечно, конечно. в то, что тут не разъезжали, кто попало? Да.